вы столько раз говорили сегодня о том, что Турция всегда говорит, надо дружить с Молдовой. Действительно, я помню ту встречу с Сулейманом Демирелем, я была преподавателем Камрадского государственного университета, господин Демирель приезжал, и тогда была оказана большая помощь, это 2000, даже не 2000, а это 95-4, да? Я тоже в это время как раз уже еще жил в Камрате, после этого начал в Одессу переезжать. Вот, и тогда еще, в 94-95 году, тогда еще Демирель не раз обращался к гагаузским политикам и говорил: «Сис лязым достлук edersiniz Молдова илан». Молдова илан лязым берлик оласыныз. Ну, дословно, да, вам нужно дружить с Молдовой и жить одной семьей. И он говорил об этом несколько раз. И я вот думаю, что прошло столько лет, а вот эти наставления... Да. Вот эти наставления, они все еще настолько актуальны и активны, что, ну, правильны, что гагаузский народ это так и не услышал. Но не народ же определяет политику, а те люди, которых мы избираем для того, чтобы они определяли политику гагаузской автономии по отношению к центральным властям. То есть получается, что мы никого не слышим, гагаузы, поэтому мы докатились до Шора. Абсолютно верно. Мы отпустились до Шора. Ну, я сказала, докатились. Как-то чуточку легче, чем... Я вам скажу, я недавно отправил некоторым руководителям Гагаузии одно видео. Узун, исполняющий обязанности Башкана, Ага. Константинов, Миша Влах. Так. Отправил фильм на русском языке, полгода назад снял, во что превратился Донецк вот сегодня. А вы им отправили видео? Да, и там в этом Они фильме, что было отреагировали? до 2014 года с Донецком, какой он был город, и какой он сегодня.